О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Жаркая погода оставляет напряженную обстановку с лесными пожарами в регионе. Сколько очагов действует сегодня и где наиболее сложно? 1 июля ежегодно чествуют тех, кто защищал Родину и выполнял свой воинский долг. В Театре оперы и балета поздравили якутян, ветеранов боевых действий. Также отметили и День национальной печати, проведены торжественные мероприятия и награждения, как отметили, один из самых молодых праздников. Все народы вместе в Якутске стартовал межнациональный фестиваль «Этнокампус. Игры народов России». Мы расскажем подробности. Город мастеров. На территории старого города, столицы, открылся фестиваль народных художественных промыслов. Представлены уникальные творения мастеров с каждого уголка республики. В Якутии остается напряженная обстановка с лесными пожарами. Продолжают действовать 107 очагов на общей площади порядка 330 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка на территории Алекминского района, где тушит огонь более 400 человек из лесопожарных формирований. Привлечено местное население. Всего на тушение пожаров заняты 75 единиц техники и более 1400 человек личного состава. Также продолжаются профилактические работы, ищут нарушителей правил пожарной безопасности. Отметим, что с начала пожароопасного сезона выявлено 11 виновников возникновения лесных пожаров. На большей части территории республики достаточно высокие классы пожарной опасности. Сейчас сами все видим, в городе Якутске температура начинает разогреваться на этой неделе. По прогнозу Росгидромета, центральная, западная, южная часть республики будут разогреваться. Классы пожарной опасности в среднем 4 сейчас находятся. И вот сегодня на заседании правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Российской Федерации под председательством заместителя министра МЧС Российской Федерации было принято решение о введении республики с 28 числа режима ЧС федерального характера. Продолжается оказание медпомощи и реабилитация участников спецоперации и их родных. В настоящий момент помощь оказана около 2000 бойцам. Из них реабилитацию прошли порядка 220. Психотерапевтическую и психиатрическую помощь получили более 400 военнослужащих. Также продолжается работа врачей в городе Докучаевске и Донецкой Народной Республике. За все время офтальмологи, хирурги и травматологи Якутии провели более 200 операций. Якутские врачи оказывают не только практическую помощь для населения города Докучаевска, но и активно делятся своим опытом со специалистами Центральной городской больницы. Внедрены лапароскопические операции. На сегодня проведено 45 лапароскопических операций. Постоянно проводятся встречи, беседы, консультации с ранеными якутянами в медицинских ротах, взводах и расположениях воинских частей города Докучаевска и близлежащих селах. В настоящий момент в городе Докучаевске находится врач-хирург и врач-анестезиолог-реаниматолог. В Национальном центре аудиовизуального наследия народов Якутии найдены уникальные исторические документы о праздновании первого эсэха во время Великой Отечественной войны. Впервые находка была презентована зрителям во время эсэха Улон-Хо в Амге в этом году. А уже сегодня запись смогли увидеть жители Якутска. Сам фильм повествует о праздновании якутского праздника на Амгинской земле в 1944 году. Особенность аудиовизуального документа заключается в фиксации людей, проживающих в годы Великой Отечественной, сильных духом якутян. В одной из рабочих командировок, как всегда, там идут поиски, даже и не предполагали, вот чудом каким-то образом попала оцифрованная кинопленка. Участвовало более 12 экспертов, ученых, этнографов, антропологов, филологов, фольклористов. Даже живые свидетели этого события в Амге 1944 года, тогда они были детьми, жители Амгинского улуса. В общем, практически вся общественность приняла участие. Но 1 июля ежегодно чествуют тех, кто защищал Родину, отстаивал интересы страны и выполнял свой воинский долг. В Театре оперы и балета поздравили якутян, принимавших участие в боевых действиях. Подробности награждения у Даяны Федоровой. Чествование ветеранов боевых действий началось с показа отрывка из спектакля «А зори здесь тихие».
День ветеранов боевых действий был учрежден в знак признания особых заслуг жителей Якутии, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах после 1945 года. Сейчас, вот, смотря на зал, я рад, что праздник проживается, что мы помним своих братьев, мужей, сыновей, которые выполняли свой воинский долг, защищая нашу Родину. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, наградили посмертно бойцов госнаградами Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Ордены мужества были переданы матерям и женам бойцов. Помимо этого развернулась фотовыставка из личного архива, оружия и обмундирования. Все представленные на выставке предметы были переданы от бойцов и ветеранов боевых действий. Здесь представлен автомат Калашникова модернизированный 74, АКМ-74. На нем коллиматорный прицел. Посетители выставки смогли не только воочию увидеть предметы боевых действий, но и узнать много нового и интересного. Увидели БПЛА, также различные оружейные установки. Также здесь представлена амуниция, которую все желающие могут примерить. Здесь есть люди, которые помогают, что-то объясняют, и мы все можем примерить и почувствовать себя настоящим воином. Ветераны боевых действий из Якутии с честью выполнили свой воинский, патриотический и гражданский долг во многих уголках мира. Многие из них и сегодня продолжают отстаивать свободу в ходе специальной военной операции. Даяна Федорова, Арсен Степанов, Якутск. В начале месяца вступают в силу различные изменения в законодательстве. Сегодня, 1 июля, предлагаем основные изменения в законах. Повышение пенсии для россиян, достигших 80 лет, вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Для этого не нужно никуда подавать заявление, пенсия автоматически будет засчитываться сразу после дня рождения. Однако сами выплаты начнутся спустя месяц. Эта прибавка не распространяется на получателей жалований по инвалидности или по потере кормильца, только для граждан, получающих страховую пенсию по старости. Отмена комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг. Также пенсионерам отменена комиссия за оплату ЖКХ услуг. Банки больше не будут взимать за оплату жилья, коммунальных услуг с людей, которые нуждаются в социальной поддержке. К ним относятся многодетные родители, инвалиды, ветераны войны и члены семей погибших участников специальной военной операции. Информирование о пенсионных накоплениях. С 1 июля Социальный фонд России начнет информировать граждан об их пенсионных накоплениях. Начиная с сегодняшнего дня Соцфонд России будет рассказывать будущим пенсионерам также об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. Предположительно, Соцфонд через портал госуслуг будет информировать граждан соответствующей информацией о пенсионных накоплениях. Увеличение размера госпошлин. Закон о повышении размера госпошлин за действия с гражданством и документами вступает в действие уже с сегодняшнего дня. Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится с 5 тысяч до 6 тысяч рублей, а за выдачу загранпаспорта детям в возрасте до 14 лет с 2500 до 3000. Льготной ипотеки больше не будет. 1 июля завершается программа выдачи льготных ипотечных кредитов с господдержкой под 8% годовых. Эта программа позволяла взять кредит в размере 6 миллионов рублей на 30 лет при условии первоначальной оплаты в размере 30% от общей суммы. Однако можно обрадоваться тому, что по указу Владимира Путина семейная ипотека продлена еще на 6 лет. Подорожание цен на крепкие напитки. Установились новые минимальные цены на крепкий алкоголь. Таким образом, минимальная розничная цена на 1,5 литра водки составит 299 рублей, коньяка 556 рублей, бренди 403 рубля. Теперь, согласно Конституции Российской Федерации, торговым организациям будет запрещено назначать цены ниже этих значений. В Якутии отметили День национальной печати. Именно 1 июля 1907 года увидел свет первый выпуск общественно-политической газеты на якутском языке «Саха Дайдута» или «Якутский край».
Так прошли торжественные мероприятия и награждения отличившихся работников печати. Как отметили, один из самых молодых праздников, расскажет Вероника Таюрская. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов одному из основателей национальной печати в республике – Василию Никифорову Кюлюмнюру. Он внес большой вклад в развитие республиканской публицистики. Спустя более чем 100 лет его дело продолжается. Хочу сказать, что республика делает очень много. Правительство. Мы не только поддерживаем государственную газету, но и поддерживаем частную газету «Крым». Мы поддерживаем различные частные инициативы через гранты главы. Ну и, конечно, наше телевидение, НВК «Саха». В этом году запустился детский телеканал на родном языке. Я считаю, что это очень важно. Я вот сегодня приводил пример, что я учил якутский язык, мама меня учила, читая газету «Крым». Также чествовали журналистов и работников печати. Их наградили почетными грамотами, благодарностями и званиями заслуженных журналистов Якутии. Когда вот наградили, да, я в прошлом году стала заслуженным работником, журналистом, заслуженным журналистом Республики Саха-Якутия. Да, в этом году тоже ветераны не забыли. И вот за это огромное спасибо. Последние годы нашим правительством, Илдарханом, Айсеном Сергеевичем уделяется большое внимание развитию родных языков, развитию печатной продукции, в том числе книжной печатной продукции и электронных изданий. От имени награжденных выступил обладатель государственной премии в области детской литературы Николай Курилов. Писатель выступил с предложением учредить детскую литературную неделю для сохранения культуры и языков народов Якутии. Это просто предложение. Ну как это среагировали? Я видела, что министр культуры все-таки как-то заинтересовался. Эта неделя нам нужна для того, чтобы вовлекать детей в литературу. Надо, чтобы они были в своем детстве, знали, что есть не только они, есть другие дети, и у них есть свое детство, что нужно все-таки чувствовать себя счастливым. Поздравили и юных корреспондентов, специально отобранных для освещения игр «Дети Азии». Всего их 50 человек. Присутствовали также на получении наград юные корреспонденты. Я уверен, что в области журналистики у нас есть будущее. Несмотря на то, что идет активная цифровизация, печать дальше будет существовать, печатные СМИ. И подрастает новое поколение корреспондентов, и всех с праздником. Напомним, в республике насчитывается 208 средств массовой информации, в том числе электронных 32, печатных 92, сетевых изданий 84. Вероника Таюрская, Сергей Шипачев, Арсен Степанов, Якутск. Идем далее. За 10 дней в приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета принято более 2300 заявлений. Документы на поступление подали порядка 700 абитуриентов. Наибольшей популярностью пользуются медицинские, математические и педагогические институты. Отметим, что в этом году есть некоторые изменения при поступлении на целевое обучение. Если раньше абитуриент мог подать документы сразу на 5 направлений, то в этом году разрешается только на одно. Что касается участников СВО и членов их семей, то для них предусмотрена специальная квота. Участникам специальной военной операции или их детям предоставляется право поступать в рамках отдельной квоты. Отдельная квота – это 10% от количества бюджетных мест по образовательной программе. Например, если установлено 150 мест, 15 мест – это для приема в рамках отдельной квоты. Например, если у них есть среднее общее образование, они выбирают те общеобразовательные предметы и, соответственно, сдают в сроки согласно расписанию. Экзамены у нас будут начинаться с 15 июля по 24 июля. Соответственно, за этот период они должны сдать экзамены. В этом году банк ПСБ выступил генеральным спонсором национального праздника Эсех Туймады. Символично то, что праздник посвятили году семьи в России и году детства в республике. А ПСБ сегодня ведет большую работу с семейным бизнесом, создавая возможности для поддержки и развития предпринимательства. Продолжит наш корреспондент. Национальный праздник Эсех Туймады давно стал не просто развлекательным мероприятием, но и большой площадкой для обмена опытом и поиска новых возможностей. А банк ПСБ стал не только генеральным спонсором праздника, но и открыл свои двери всем лицам, заинтересованным в сегодняшних возможностях финансовых инструментов. Наш банк
поддерживать социально значимые проекты страны. Именно поэтому на празднике Эсеха Туймады наши активности посвящены семье и семейному бизнесу. На площадке банка ПСБ состоялся открытый диалог представителей бизнес-сообщества, посвященный особенностям ведения семейного бизнеса в Якутии и возможностям финансовых инструментов ПСБ для поддержки и развития предпринимательства. Как известно, у нас в Якутии такая специфика, что наши жители издревле, они работали семьями. Вот. Близкие родственные связи, они дают гораздо больший эффект, потому что есть определенные цели, задачи, куда двигаться. Вот. Плюс к этому у нас есть наше государство стимулирует семейный бизнес. Вот. И, конечно, продукт ПСБ, он интересен для наших предпринимателей. Участниками открытого диалога стали представители семейного бизнеса, герои фотопроекта «Бизнес в объективе. Семейный бизнес», который был также организован банком ПСБ. Конечно, очень рады, что есть на сегодняшний день такая поддержка, особенно с банковской сферы. Банк ПСБ дает очень большие, хорошие гарантии, преимущества для развития дальнейшего бизнеса. На открытый диалог мы больше пришли, наверное, посмотреть, какие есть возможности, допустим, чем мы можем быть больше полезны именно республике. Вот, и исходя из какие-то финансовые инструменты, которые, да, может предоставить банк. Вот, ну, какая-то такая вот именно коллаборация вот, бизнеса и банка. Нам очень нравится посещать мероприятия, где семейные компании принимают участие, потому что там всегда такая особая энергетика. Это всегда очень доброжелательно, позитивно. Поэтому мы не пропустили возможность, нас пригласили, и мы решили принять участие. Фотопроект в Якутске стал частью масштабного многолетнего фотопроекта банка «Бизнес в объективе», посвященного представителям малого и среднего предпринимательства в России. Это один из наиболее удачных проектов по популяризации роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, является частью программы поддержки бизнеса ПСБ для МСБ и дает предпринимателям дополнительные возможности для привлечения клиентов. Екатерина Павлова, Григорий Хлопков, Якутск. Депутат Госдумы Николай Валуев посетил Ленские столбы. Это второе для легендарного российского боксера посещение территории нацпарка. В прошлом году он побывал в местности Устье-Ботумы. В этот раз в поездке его сопровождал депутат Госсобрания Илтумен Георгий Балакшин. Напомним, что очередной визит Николая Валуева в Якутию связан с его депутатской деятельностью. Он занимает должность первого зампреда Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, а также является председателем Общественного совета некоммерческой организации «Экология». Из-за ноги не смог подняться, но дело не в этом. Потому что, наблюдая за Ленскими столбами с воды, мы проехали и вниз, и вверх по течению, я, в принципе, поразился силе природы и красоте. И самое главное, ее хрупкости, ее надо сохранять для будущих поколений, для того, чтобы наши внуки могли увидеть эту красоту. Вот, наверное, к этому всех призываю. Все народы вместе. В Якутске проходит межнациональный фестиваль «Этнокампус. Игры народов России». На Комсомольской площади национально-культурные объединения показали свои традиционные игры. Подробности в сюжете. На межнациональном фестивале гости и жители города Якутска смогли поучаствовать на презентации игр народов России. Ярким выступлением стал интерактивный мастер-класс по приготовлению плова от Таджикистана. Ребята вызывали желающих детей и вместе собирали таблички с правильными ингредиентами для традиционного блюда. Сегодня представляют национальные таджикские игры. Мы знакомим всех участников, в том числе и участников 8 игр «Дети Азии». А мы не только показываем, но также предлагаем зрителям вместе с нами сыграть, научиться и понять. Таким образом, объединяя игра, она объединяет разные народы, и очень видим здесь, что у многих народов игры даже очень схожи, и тем самым показывая, что есть вот некое единство народов.
Проект «Этнокампус» прошел с целью сближения и единства народов. На межнациональном фестивале игр представители Якутии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Республики Тува, Татарстана и славянских народов провели время вместе, узнавая что-то новое друг от друга. Гости из других республик были рады увидеть и узнать культуру Якутии и также поделиться своими традициями. Насколько крепка дружба в России, насколько это важно, что многонациональный народ объединяется и демонстрирует все вместе то наследие, которое им передали предки. Ведь игра, любая игра, она нацелена не только на выявление лидерских качеств, да, но это прежде всего, наверное, формирование команды, да, то есть командные виды спорта, они всегда нацелены на дружбу между людьми. Также и здесь любая игра нацелена на дружбу между народами. «Этнокампус» — это национальный проект, который регулярно проводит фестивали на разные тематики с целью собрать всех вместе и показать, что такое дружба народов. Также он приобщает детей и молодежь к традиционным духовно-нравственным идеям межнационального мира и согласия. Александра Котельникова, Арсен Степанов, Якутск. Президент Комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов встретился с руководителем делегации Азербайджана Айдыном Ага Али Аглы Мамедовым. Отмечено, что стороны связывают давняя дружба и сотрудничество. Во время беседы вспомнили и спортсменов прошлых игр, которые будут выступать на Олимпиаде в Париже. Для участия в этих играх «Дети Азии» в составе азербайджанской команды прилетело 120 человек, в том числе 80 спортсменов. Они соревнуются в 17 видах спорта. Сейчас сборная Азербайджана находится на 10-м месте с 5 золотыми медалями. Прежде всего, я хотел поздравить о прохождении этого великолепного мега соревнования «Дети Азии», международные игры. Было нам очень приятно участвовать в этих играх. С удовольствием принимаем то, что на следующие игры участвовать. И даже постараемся, чтобы побольше участников, побольше видов спорта. Город мастеров. На территории старого города в столице открылся фестиваль народных художественных промыслов. Это событие включено в культурную программу игр «Дети Азии». На фестивале представлены уникальные творения мастеров с каждого уголка нашей республики. Изделие увидела наш корреспондент Екатерина Павлова. Уникальны в первую очередь сами творения мастеров, а такие умельцы есть в каждом районе нашей республики. Это люди, хранящие традиции предков и передающие их будущим поколениям. И занимаются они самыми разными видами искусства. По-другому не назовешь. Ведь изделия собственного ручного производства. Большинство из них имеют уникальный дизайн, который отражает национальную культуру. У нас семейный бизнес с женой, с Галиной Владимировной, и вот занимаемся уже лет 15 этим. Начала жена первая. Ну и так пошло уже по магазинам, так. И сейчас, сами знаете уже, сколько магазинов, уже надо всех обеспечивать. У нас есть работники, тоже нанимаем, двоим это уже нереально никак. Кроме известных якутянам мастеров, на фестивале можно открыть и новые имена. Здесь умельцы могут продемонстрировать свои творческие достижения, а также найти единомышленников и привлечь новых покупателей. У нас на ярмарке участвует более 30 мастеров и умельцев. Конечно, больше всего из города Якутска, и из ближайших районов тоже участвуют. Это Чоропчинский, Мегино-Кангаласский, Заречные улусы, центральные районы, также из Северного, Булунский, Алданский тоже есть. Кроме выставки, для посетителей фестиваля подготовлена большая культурная программа с мастер-классами по различным видам народных художественных промыслов. Струны, как у гитары, тут поменьше волос, а тут побольше на второй струне. Поэтому так выглядит. Такого рода мероприятия проходят в республике на постоянной основе, а это говорит об их ценности. Здесь народные промыслы и ремесла народов республики не только сохраняются, но и развиваются. Екатерина Павлова, Сергей Шипачев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Оставайтесь на нашем канале.